За 10 дней до того, как власть навсегда уйдет из его рук, в кабинет Абсамата Масалеева поздним вечером пришел посетитель, чье имя не было записано ни в одном журнале регистрации. Охранник на первом этаже здания Центрального комитета партии Киргизской ССР позже скажет следователям, что этот человек имел специальный пропуск из тех, что давали право проходить незамеченным, словно тень сквозь стены власти. Существовал негласный список, всего 7 имен. Людей, которые могли прийти к первому секретарю в любое время, минуя все протоколы и записи. Свидетель из соседнего кабинета, заместитель по идеологической работе, слышал сквозь толстую дубовую дверь повышенные голоса, что было совершенно несвойственно для спокойного, всегда сдержанного Масалеева. Когда посетитель вышел через 40 минут, лицо его было каменным, а взгляд — жестким и решительным, как у человека, который только что произнес окончательный приговор. Масалеев же, по свидетельству того же заместителя, зашедшего к нему через 15 минут, сидел у окна и смотрел на ночной Фрунзе. Так, будто видел этот город в последний раз. Будто узнал нечто такое, что перевернуло все его понимание мира, в котором он прожил 57 лет. Чтобы понять, что произошло в тот вечер, нам нужно вернуться назад, к самому началу 80-х, когда Абсамат Масалеев только начинал свой путь к вершине киргизской власти. Родившийся в 1933 году в маленьком селе Кызылтуу, он прошел классический советский путь от рядового инженера до высшего партийного руководства республики. Но было в нем нечто, что отличало его от типичных партийных функционеров в ту эпоху. Он говорил на киргизском языке, даже на самых официальных мероприятиях, предпочитал простую одежду дорогим костюмам и имел привычку приезжать в отдаленные села без предупреждения, чтобы услышать правду из первых уст. Народ называл его «наш Аксакал», и в этом словосочетании была не лесть, а настоящая теплота. Редкое чувство к человеку власти в те годы. Когда в 1985 году его назначили первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизской ССР, многие восприняли это как знак. Может быть, времена меняются? Может быть, во главе республики наконец-то встанет человек, который помнит запах земли и вкус айрана, а не только аромат кремлевских кабинетов. Первые годы его правления казались подтверждением этих надежд. Масалеев активно поддерживал развитие киргизского языка и культуры, что в эпоху перестройки воспринималось как смелый шаг. Все-таки Москва с подозрением смотрела на любые проявления национального самосознания в республиках. Он открывал новые школы в горных районах, где дети впервые получали возможность учиться на родном языке. Восстанавливал древние манускрипты эпоса «Манас», возвращал стране ее забытую историю. Но именно в этом росте национального самосознания, который он так искренне поддерживал, крылась будущая катастрофа. К концу 80-х годов в Волжской области, на юге республики, где киргизы и узбеки жили бок о бок веками, начали возникать земельные споры. Казалось бы, мелкие конфликты о том, кому принадлежит тот или иной участок. Но в них уже чувствовался запах пороха. Масалеев пытался гасить эти конфликты традиционным способом. Через переговоры аксакалов, через советы старейшин, через те механизмы, которые работали в Киргизии столетиями. Он не понимал или не хотел понимать, что время аксакалов уходит, что на смену приходят новые люди, для которых слово старейшины значит меньше, чем лозунг на площади и кулак на улице. Май и июнь 1990 года стали для него началом конца. Земельные споры в Волжской области переросли в открытые столкновения. Киргизская и узбекская молодежь вышли на улицы с камнями и палками, а Масалеев все еще пытался решать проблему по-старому, через переговоры, через компромиссы, через бесконечные совещания в кабинетах, где люди говорили красивые слова о дружбе народов, в то время как на улицах Оша уже горели дома и лилась кровь. Центральные московские телеканалы показывали кадры погромов, обгоревшие останки домов, плачущих женщин, держащих на руках окровавленных детей. И все это сопровождалось жесткими комментариями о неспособности республиканского руководства справиться с ситуацией. Кремль требовал жестких мер, введения войск, арестов, но Масалеев медлил.
Он боялся, что насилие породит еще большее насилие, что использование силы разрушит то хрупкое равновесие, которое еще можно было сохранить. Его медлительность стоила жизней. К концу июня погибло около 300 человек. Тысячи стали беженцами. А имя Масалиева, символа народной власти, превратилось в синоним слабости и нерешительности. Но здесь начинается самое интересное. То, о чем официальные документы умалчивают, а свидетели говорят неохотно и только спустя годы. Были ли ожские события просто трагической случайностью, результатом накопившихся противоречий, которые взорвались в самый неподходящий момент? Или за этим хаосом стояла чья-то воля, чей-то хладнокровный расчёт? Среди близких соратников Масалиева ходили разговоры о странных деталях. Почему местные органы правопорядка так медленно реагировали на первые признаки беспорядков? Почему в критический момент исчезли из города несколько ключевых милицейских командиров? Почему московские журналисты оказались в Оше так быстро, будто их предупредили заранее? Дали время подготовиться к съемкам трагедий. Один из бывших сотрудников аппарата Центрального комитета, который согласился говорить только на условиях анонимности, спустя 20 лет скажет фразу, от которой стынет кровь. Масалеева не просто сняли с должности. Ему создали такую ситуацию, из которой не было выхода. Кто-то очень сильно хотел, чтобы он ушел. И этот кто-то очень хорошо понимал психологию Аксакала. Знал, что Масалеев никогда не применит силу против народа, даже если это будет стоить ему карьеры. Август и сентябрь 1990 года стали для Абсамата Масалеева медленной агонией. Требования его отставки звучали отовсюду — из Москвы, из республиканских партийных органов, со страниц газет, из уст тех самых людей, которые еще вчера клялись ему в верности и называли мудрым руководителем. Его здоровье, всегда крепкое, несмотря на возраст, вдруг начало стремительно ухудшаться. Он жаловался на боли в сердце, на странную слабость, которая накатывала внезапно и заставляла его прерывать совещание, чтобы прилечь. Личный врач приходил к нему все чаще, но странность была в том, что эти визиты не фиксировались в медицинских журналах, а диагнозы не попадали ни в какие официальные документы. Существовал список лекарств, которые заказывались специально для первого секретаря. Этот список попал в архивы спецслужб и был рассекречен только спустя много лет. Что там было написано, история умалчивает. Но люди, видевшие этот документ, говорят, что некоторые препараты предназначались для лечения состояний, о которых Масалиев публично никогда не упоминал, и которые не были характерны для обычных сердечных проблем. В те месяцы вокруг него собралась странная группа людей. Не старые соратники, с которыми он прошел долгий путь наверх, а новые лица. Люди, которые появились внезапно и также внезапно исчезли после его отставки. Среди них был молодой врач из республиканской клиники, который почему-то получил доступ к первому секретарю, минуя всех других медиков. Был экономический советник, который убеждал Масалеева в необходимости радикальных реформ, хотя сам Масалеев всю жизнь был сторонником постепенных изменений. Была секретарша, заменившая ту, что работала с ним много лет. Молодая, исполнительная, которая почему-то имела привычку оставаться в кабинете даже после того, как Масалеев уходил домой. Один из охранников позже расскажет странную деталь. Эта женщина несколько раз выносила из кабинета мешки с мусором лично, хотя для этого были уборщицы, и когда ее спрашивали, зачем она это делает, отвечала, что там конфиденциальные бумаги, которые нужно уничтожить особым образом. Что было в этих мешках? Действительно ли там были только бумаги? И почему именно секретарша занималась их уничтожением, а не служба безопасности, как положено по протоколу? 10 октября 1990 года Абсамат Масалеев объявил о своей отставке с поста первого секретаря Центрального комитета партии. Официальная причина была сформулирована максимально обтекаемо. Неспособность справиться с кризисом в Орской области, потеря поддержки как в Москве, так и в республике, необходимость передать власть более молодым и энергичным руководителям. Но те, кто был в зале заседаний Центрального комитета в тот день, запомнили совсем другое. Они запомнили, как этот 57-летний мужчина, прошедший войны и интриги советской номенклатуры,
Стоял на трибуне и плакал, не стесняя своих слез, не пытаясь их скрыть. Он говорил медленно, с большими паузами, будто каждое слово давалось ему с огромным трудом. «Я отдал этой земле всю свою жизнь. Я любил ее больше, чем свою карьеру, больше, чем свою безопасность. И если моя отставка поможет восстановить мир, если моя жертва спасет хотя бы одну жизнь, я готов уйти». В зале стояла такая тишина, что было слышно, как капает вода из старого крана в туалете за стеной. А потом кто-то начал аплодировать. Медленно, неуверенно. И аплодисменты подхватили другие. Но это были не радостные овации, а что-то похожее на поминальную панихиду. Прощание с эпохой, которая уходила вместе с этим плачущим стариком на трибуне. Через 17 дней 27 октября новым президентом Киргизской ССР был избран Аскар Акаев. Ему было 46 лет, на 11 лет моложе Масалеева. Он был физиком, академиком, президентом Академии наук Республики, человеком науки, а не партийной номенклатуры. Его избрание преподносилось как триумф демократии, как победу новых сил над Старой гвардией, как символ перемен, которых так ждала республика. Но самое странное было в том, что Масалиев публично поддержал кандидатуру Акаева. Он вышел к микрофонам и сказал, что Акаев — это именно тот человек, который нужен Киргизии в этот переломный момент. Почему он это сделал? Из искреннего убеждения? Или потому, что у него просто не было выбора? Потому что на той встрече с тайным визитёром ему объяснили, что если он не поддержит Акаева, то последствия будут гораздо хуже, чем просто отставка? Мы знаем только одно. Выражение лица Масалиева во время этого заявления было таким, будто он читал не текст поддержки, а собственный смертный приговор. Кто стоял за этой молниеносной передачей власти? Кто был тем архитектором, который спланировал падение одного и возвышение другого? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно понять одну простую истину. В политике случайностей не бывает. Акаев не был основным претендентом на президентское кресло. Существовали гораздо более влиятельные фигуры. Люди с реальными рычагами власти, с деньгами, с контролем над силовыми структурами. Его кандидатура появилась как компромиссная, как фигура, устраивающая всех. Именно потому, что он никому не угрожал напрямую. Но за каждой компромиссной фигурой всегда стоят те, кто организовал этот компромисс, кто договорился за кулисами, кто обменял свою поддержку на будущие привилегии. Среди ключевых игроков той эпохи называют несколько имен. Апаз Джумагулов, председатель Верховного Совета, человек с огромным влиянием в парламенте. Турдакун Усубалиев, бывший руководитель республики, старый волк советской политики, знавший все тайные ходы власти. Представители московских структур, которые были заинтересованы в лояльном, но не слишком сильном руководителе на периферии. У каждого из них были свои причины поддерживать Акаева, и у каждого из них были свои причины убирать Масалиева. Но существует еще одна версия. Версия, о которой говорят шепотом, которую невозможно доказать, но и невозможно полностью опровергнуть. Согласно ей, Акаев и его окружение не просто воспользовались удачным стечением обстоятельств, но активно создавали эти обстоятельства. Существуют свидетельства людей, которые утверждают, что некоторые из ключевых провокаторов ошских событий имели связи с людьми из окружения Акаева. Существуют намеки на то, что московские журналисты получали информацию о готовящихся беспорядках из источников, близких к будущему президенту. Существуют странные финансовые переводы, которые происходили в тот период между определенными фондами и определенными активистами на юге республики. Ничего из этого не является прямым доказательством заговора. Все это можно объяснить совпадениями, неточностями памяти свидетелей, ошибками в документах. Но когда совпадений становится слишком много, когда все они указывают в одном направлении, разумно спросить, а что если это не совпадение? Что если за хаосом ошских событий стояла холодная, рациональная логика политической борьбы? Что если Масалиева не просто убрали, но методично уничтожили, используя самое страшное оружие — манипуляцию межэтническими противоречиями, кровью и страданием простых людей? И вот мы возвращаемся к тому визитёру, который пришел к Масалиеву за 10 дней до отставки.
Кто он был? Один из свидетелей, охранник, который видел этого человека, но не знал его имени, спустя много лет попытается вспомнить детали. Возраст — около 50. Седые волосы, дорогой темный костюм, но не помпезный, а строгий, деловой. Походка уверенная, не как у партийного функционера, который привык к показной торжественности, а как у человека, который точно знает свою цель и идет к ней кратчайшим путем. В руках — тонкий кожаный портфель, из тех, что используют для переноски особо важных документов. Когда он вышел из кабинета, портфель был пустым. Охранник это заметил потому, как свободно он болтался в руке. Что было в этом портфеле? Какие документы остались в кабинете Масалиева? Компромат на самого Масалиева? Доказательства того, что события в Оше были спланированы заранее? Или, может быть, нечто личное? Нечто такое, что угрожало не карьере, а жизни и безопасности людей, которых Масалиев любил. После отставки Масалиев практически исчез из публичного пространства. Человек, который всю жизнь был на виду, вдруг стал невидимкой. Он не давал интервью, не появлялся на официальных мероприятиях, даже на похоронах старых соратников его не видели. Когда журналисты пытались разыскать его для комментариев, им отвечали, что он болен, что ему нужен покой, что он не хочет общаться с прессой. Но соседи в его доме рассказывали другое. Они видели, как к нему приезжали врачи, причем не днем, а поздним вечером или ранним утром, когда на улице еще никого нет. Они слышали, как он иногда выходил в маленький садик за домом и часами сидел там, глядя в одну точку, будто потерял интерес ко всему окружающему миру. Одна пожилая соседка, которая иногда приносила ему домашние лепешки, вспоминает. Он постарел на 20 лет за несколько месяцев. Руки у него дрожали, когда он брал эти лепешки. И глаза. Вы знаете, как выглядят глаза человека, который видел нечто ужасное и не может об этом забыть. Вот такие глаза были у нашего аксакала. Самая зловещая деталь появилась спустя несколько месяцев после его отставки, когда один из бывших коллег Масалиева случайно встретил того самого личного врача, который приходил к нему в последние месяцы правления. Встреча произошла в коридоре больницы, и коллега из вежливости спросил, как чувствует себя Абсамат Максутович. Врач посмотрел на него странным взглядом, помолчал, а потом сказал фразу, которая звучит как строчка из детектива. «Я больше не наблюдаю Абсамата Максутовича. Мне объяснили, что мои услуги больше не требуются». Когда коллега спросил, в чем причина, врач просто покачал головой и ушел, но в его глазах было что-то такое, что заставило собеседника почувствовать холодок по спине. Позже этот врач уедет из Киргизии, переедет в Россию, и все попытки разыскать его для интервью окажутся безуспешными. Что он знал? Что он видел в медицинских анализах Масалиева, что заставило его так резко прекратить наблюдение? И кто именно объяснил ему, что его услуги больше не требуются? Вопрос, который не даёт покоя до сих пор. Был ли Масалиев действительно болен? Или его болезнь была неестественной, а искусственно созданной? В народе Киргизии существует устойчивая легенда о чайной версии, о том, что на одной из встреч ему подмешали что-то в чай. Что-то, что действовало не сразу, а медленно, разрушая здоровье изнутри, делая его слабым, неспособным сопротивляться давлению. Документальных подтверждений этой версии нет. Медицинские документы той эпохи либо утеряны, либо засекречены, либо никогда не существовали. Но анализ событий той эпохи показывает странную закономерность. Ухудшение здоровья Масалиева совпадает именно с периодом максимального давления на него, с периодом, когда от него требовали отставки. Совпадение? Или тщательно спланированная операция, в которой медицинское воздействие использовалось как инструмент политической борьбы? История знает множество примеров, когда отравление применялось не для убийства, а для ослабления противника. Для того, чтобы лишить его воли к сопротивлению, сделать его податливым к внешнему влиянию. Сам Масалиев никогда не говорил публично о том, что его отравили или пытались отравить. Он унес свои секреты в могилу в 2004 году, прожив после отставки еще 14 лет. Долгую, тихую жизнь человека, который когда-то был у вершины власти, а потом превратился в тень, в легенду, в символ ушедшей эпохи.
Но люди, близко знавшие его в последние годы, говорят, что иногда в разговорах за закрытыми дверями он ронял фразы, которые можно было трактовать по-разному. «Они сделали со мной то, что хотели», — сказал он однажды старому другу. «Я был слишком доверчивым. Я думал, что честность и преданность народу — это защита. Но оказалось, что это слабость, которой можно воспользоваться». Что именно он имел в виду? Только ли политическое давление? Или нечто более мрачное, более физическое, более непоправимое? Чтобы понять, что стояло за передачей власти от Масалеева к Акаеву, нужно внимательно изучить медицинские детали, которые обычно остаются за кадром политических хроник. Медицинская тайна первого секретаря охранялась так же тщательно, как и государственные секреты. Может быть, даже тщательнее, потому что здоровье лидера всегда было вопросом не личным, а политическим. В Советском Союзе существовала целая система медицинского обслуживания высших руководителей, система, которая работала по своим законам, где врачи были не просто лечащими специалистами, но и частью аппарата безопасности, где каждый диагноз проходил через фильтры секретности и цензуры. Масалиев, как первый секретарь республики, имел доступ к этой системе, но в последние месяцы его правления что-то в ней изменилось. Появились новые врачи, исчезли старые. Медицинские записи перестали вестись по установленным протоколам. Первые тревожные симптомы появились у Масалиева в конце августа 1990 года, через 2 месяца после пика Ошских событий. Свидетели вспоминают, что на одном из совещаний он вдруг побледнел, схватился за сердце и попросил прервать заседание. Его помощник вызвал врача из республиканской больницы. Не того личного врача, который обычно наблюдал Масалиева, а дежурного кардиолога. Этот кардиолог, молодой специалист по имени Бактыбек, фамилию он попросил не называть в интервью, данном много лет спустя, провел экстренный осмотр и был озадачен. Симптомы указывали на сердечный приступ, но электрокардиограмма показывала относительно нормальную картину. Пульс был учащенным, давление повышенным, но это могло объясняться стрессом и переутомлением. Однако молодого врача беспокоило другое. Странная бледность кожи, необычный тремор рук, который не был характерен для обычного сердечного приступа. Когда Бактыбек предложил провести дополнительные анализы крови, его вежливо, но твердо попросили покинуть кабинет. Пришел тот самый новый личный врач, и дальнейшее лечение продолжилось без свидетелей. Что произошло в тот день в кабинете Масалиева? Какие препараты ему давали? Какие анализы были взяты и что они показали? Все это осталось тайной, запечатанной печатями медицинской секретности и политической целесообразности. Но существует свидетель, который видел Масалиева в те последние недели не как политика, а как человека, который медленно разрушается изнутри под тяжестью того, что происходит вокруг него и с ним самим. Этим свидетелем был его личный водитель Талант Осмонов, который проработал с первым секретарем 7 лет и знал его привычки, настроения и слабости лучше, чем многие члены семьи. Впервые за 30 лет Талант согласился дать интервью. И то, что он рассказывает, раскрывает сторону истории, которую официальные документы никогда не зафиксируют, потому что она слишком человечная, слишком личная, слишком болезненная для тех, кто привык видеть в политиках только фигуры на шахматной доске власти, а не живых людей с их страхами, болью и отчаянием. Талант вспоминает, как в первых числах сентября 1990 года, когда давление на Масалеева достигло критической точки, они ехали от здания Центрального комитета к его дому поздним вечером. И вдруг Абсамат Максутович попросил остановить машину у набережной реки Ала-Арча, той самой набережной, где он любил гулять в молодости, когда был простым инженером и еще не знал, что однажды судьба поднимет его на вершину республиканской власти, а потом сбросит оттуда с такой жестокостью. Они вышли из машины. Масалиев подошел к парапету и долго смотрел на темную воду. А потом повернулся к водителю и сказал фразу, которую Талант запомнил на всю жизнь. «Знаешь, Талант, я всегда думал, что если служишь народу честно, если не воруешь, не предаешь, не лжешь, то люди это оценят, защитят тебя, когда придут трудные времена. Но я ошибался. Честность в политике — это не щит, это мишень. Чем честнее ты, тем легче тебя сломать, потому что ты играешь по правилам,
а твои враги — нет. В те последние недели сентября и начале октября водитель стал замечать странные изменения в поведении своего пассажира. Изменения, которые выходили за рамки обычной усталости или стресса и говорили о чем то более глубоком, более физическом, более разрушительном. Масалиев всегда был человеком строгого распорядка. Вставал в 6 утра, делал легкую зарядку, завтракал кашей и зеленым чаем, приезжал в офис к 8, работал до обеда с небольшими перерывами, после обеда снова погружался в документы и совещания, возвращался домой не позже 9 вечера. Но в сентябре этот распорядок начал рушиться. Масалиев стал просыпать утренние встречи, во время поездок в машине часто дремал, хотя раньше использовал это время для чтения докладов или телефонных разговоров. Его руки начали заметно дрожать. Не постоянно, но периодически. Особенно после того, как он выпивал что-то из своего термоса с чаем, который всегда брал с собой из кабинета. Талант обратил внимание на странную деталь. Этот термос раньше наполняла жена Масалиева дома утром, но в последние недели его стали приносить прямо в кабинет. И первый секретарь сам наливал себе чай из него в течение дня. Когда водитель однажды предложил помочь донести термос до машины, Масалиев резко одернул его. Нервно, несвойственно своей обычной мягкости. И сказал, что сам справится. Это его личные вещи. И ещё одна деталь, которую вспоминает Талант, заставляет задуматься о том, что происходило в окружении Масалиева, и насколько он сам это осознавал. Однажды вечером, когда они снова ехали домой, Масалиев попросил водителя свернуть с обычного маршрута и проехать по незнакомым улицам, петляя между кварталами так, будто пытался убедиться, что за ними никто не следит. Талант был озадачен. За все годы работы с первым секретарем у них всегда были машины охраны, которые сопровождали их по установленным безопасным маршрутам, и никогда не было необходимости в таких маневрах. Когда водитель спросил, в чем дело, Масалиев молчал несколько минут, а потом тихо, почти шепотом произнес: «Талант, если со мной что-то случится в ближайшие дни, если я вдруг серьезно заболею или попаду в больницу, обещай мне, что ты расскажешь моей семье все, что видел. Все странности, все детали, которые казались тебе необычными. Обещаешь?» Водитель, не понимая серьезности ситуации, кивнул и пообещал, думая, что это просто проявление параноидальности человека, находящегося под огромным давлением. Только спустя годы он осознал, что Масалиев в тот момент уже точно знал или догадывался о том, что с ним делают, что его здоровье разрушается не случайно, и пытался оставить хоть какой-то след, хоть какую-то зацепку для тех, кто потом захочет узнать правду. Они сидели в небольшом кабинете для личных встреч, том самом кабинете, где не было официальных портретов и государственных символов. Только старый диван, книжные полки и окно с видом на горы Алатоо, которые Масалиев так любил. Абсамат Максутович выглядел невероятно уставшим. Его лицо было серым, под глазами темные круги. Руки лежали на коленях неестественно неподвижно, будто он боялся, что они снова начнут дрожать, если он попытается ими двигать. Он говорил медленно, делая долгие паузы, будто каждое слово требовало огромных усилий. «Эрнис, ты молодой, у тебя вся жизнь впереди. Я хочу, чтобы ты запомнил то, что я скажу сейчас. Потому что это урок, который я заплатил слишком высокой ценой. В политике нет друзей, есть только союзники по текущим интересам. Люди, которые сегодня клянутся тебе в верности, завтра предадут, если это будет выгодно им или безопасно для их карьеры. Я думал, что могу изменить эту систему, сделать ее более честной, более человечной. Но система не меняется. Она перемалывает тех, кто пытается ее изменить. Это было за 3 дня до официального объявления об отставке. Встреча была не служебной, а глубоко личной, почти исповедальной. Встреча, во время которой Масалиев говорил не как руководитель с подчиненным, а как старший человек с младшим, пытающийся передать мудрость, выстраданную через боль и разочарование. Его собеседником был Эрнис Абдурахманов, помощник по идеологической работе, который работал в аппарате Центрального комитета с 1987 года и был одним из немногих людей, имевших практически неограниченный доступ к первому секретарю. Спустя годы Эрнис вспоминал эту встречу как момент, когда он увидел не политика, а сломленного человека,
который пытался найти смысл в своем крушении. Самое страшное в этой исповеди было не в словах, а в том, как Масалиев смотрел на своего помощника в тот момент. Взглядом человека, который осознал фундаментальную ошибку всей своей жизни, который понял, что все, во что он верил, все принципы, которыми он руководствовался, оказались иллюзией в мире, где правит циничный расчет и голая сила. Эрнис вспоминает, что хотел возразить, сказать что-то утешительное, но Масалиев поднял руку, останавливая его, и продолжил с еще большей горечью в голосе. «Ты знаешь, что самое обидное? Не то, что меня предали люди, которых я считал союзниками. Не то, что меня обвиняют в событиях, которые я пытался предотвратить. Самое обидное — это одиночество. Когда понимаешь, что среди сотен людей, которые называли тебя товарищем и другом, не осталось ни одного, кто готов рискнуть своей карьерой, чтобы защитить тебя. Они создали ситуацию, в которой любое мое решение было бы неправильным. Если бы я применил силу в Оше, меня обвинили бы в жестокости и подавлении народа. Я не применил силу, и меня обвинили в слабости и неспособности управлять. Это была ловушка, из которой не было выхода. И я попал в нее как наивный дурак, который думал, что играет в честную игру. После этого разговора Эрнис больше никогда не видел Масалеева в официальной обстановке. Через 3 дня прозвучало объявление об отставке, и бывший первый секретарь исчез из публичного пространства так же быстро, как исчезает дым, развеянный ветром. Но слова, сказанные в том небольшом кабинете, остались с помощником на всю жизнь. И когда спустя годы он рассказывал об этой встрече, в его глазах стояли слезы. Слезы о человеке, который пытался сохранить человечность во власти и заплатил за это цену, которую невозможно измерить деньгами или должностями. Цену разрушенной веры в то, что добро может победить в этом мире честными методами. Как жить с этим знанием? Как продолжать верить в возможность честной политики, когда видишь, что она пожирает самых честных своих представителей? Может быть, урок Масалеева в том, что принципы без силы — это не добродетель, а приглашение к собственному уничтожению. То, что происходило в семье Масалеева в те последние недели его пребывания у власти, оставалось тайной, запечатанной стенами частного дома на окраине Фрунзе. Тайной, которую охраняли не только соображения приватности, но и страх перед тем, что откровенность может стоить слишком дорого тем, кто еще остался жив. Его жена Гульнара никогда не давала интервью, предпочитая молчание любым попыткам журналистов вытащить из нее подробности тех дней, когда ее муж превращался из национального лидера в больного старика, который боялся собственной тени. Их дочь Айнура, которая в 1990 году училась в университете в Москве, приезжала домой только на короткие каникулы и видела отца урывками. В те редкие моменты, когда он был дома, а не в кабинете или на бесконечных совещаниях. Но существует один человек, который был свидетелем того, что происходило за закрытыми дверями дома Масалеевых. Человек, который видел и слышал то, что никогда не попадало в официальные хроники. Это домработница Роза Садыкова. Женщина простая, необразованная, но наблюдательная и преданная, которая проработала в доме 7 лет и стала почти членом семьи. Спустя 20 лет после тех событий Роза согласилась рассказать свою версию происходившего. И эта версия раскрывает драму, которая разворачивалась параллельно политическим баталиям. Драму семейную, человеческую, где главными героями были не политики и интриганы, а обычные люди, пытающиеся выжить в ситуации, которую они не контролировали и не понимали до конца. Самый драматичный момент произошел за неделю до официального объявления об отставке, когда в дом поздним вечером приехала дочь Айнура, неожиданно, не предупредив заранее, потому что почувствовала по телефонным разговорам с матерью, что что-то идет не так. Она вошла в дом и увидела своего отца не таким, каким помнила его всю жизнь. Не сильным, уверенным руководителем, который решал судьбы республики, а сломленным стариком, который сидел в кресле в гостиной и смотрел в одну точку, не реагируя на ее появление. Домработница Роза Садыкова была на кухне, но слышала, как Айнура подошла к отцу, села рядом, взяла его за руку и тихо спросила: «Папа, что с тобой происходит?» Масалеев молчал несколько минут,
А потом заговорил, и в его голосе была такая боль, такое отчаяние, что даже Роза, слушая из соседней комнаты, почувствовала, как к горлу подкатывает комок. Он говорил медленно, прерывисто, делая паузы, как человек, который каждое слово произносит через силу. «Айнура, я всю жизнь старался быть честным. Не брал взяток, не обманывал народ, не предавал друзей. И я думал, что это защитит меня, что люди это оценят. Но они создали вокруг меня такую ситуацию, что любое мое решение оборачивается против меня. Я не могу даже уйти по-хорошему. Они хотят, чтобы я ушел униженным, сломленным. Чтобы все видели, что так бывает с теми, кто пытается играть по правилам в игре, где правил нет». Дочь заплакала, обняла отца. И они сидели так долго, не говоря ни слова, просто держась друг за друга, как люди, которые знают, что впереди буря, но не могут ее остановить. Могут только попытаться пережить вместе. Гульнара стояла в дверях, и по ее щекам тоже текли слезы. Молчаливые, тяжелые слезы женщины, которая всю жизнь была рядом со своим мужем, поддерживала его, верила в него, а теперь видела, как его ломают на ее глазах. И ничего не могла сделать, чтобы защитить, потому что враги были не здесь, в их доме, а где-то там, в кабинетах власти, в коридорах Кремля, в тем их углах политических интриг, куда не пробивается свет обычной человеческой порядочности. Роза вспоминает, что первые признаки того, что в доме происходит что-то неладное, появились в конце августа, когда Масалиев вдруг начал возвращаться домой раньше обычного, но выглядел при этом не отдохнувшим, а измотанным, будто за день он пережил несколько жизней. Раньше он всегда приходил с аппетитом, просил приготовить его любимые блюда — бешбармак, лагман, манты с тыквой. Но теперь он почти не ел, только пил много чая. Того самого чая, который приносил с собой в термосе из кабинета. Жена пыталась говорить с ним, спрашивала, что случилось, не болен ли он, не нужно ли вызвать врача. Но Масалеев отмахивался, говорил, что все в порядке, просто устал, просто много работы, просто нервы, скоро все наладится. Но Гульнара видела, и Роза видела, наблюдая из кухни, что это не просто усталость, это что-то более глубокое, более тревожное. Его руки дрожали, когда он держал газету. Его глаза блуждали по комнате, будто он искал что-то или кого-то, будто не мог сосредоточиться на одной точке. Его сон стал прерывистым. Роза слышала, как он ходит по дому ночью, спускается на кухню, греет себе молоко, стоит у окна, глядя в темноту, будто ждет чего-то неизбежного и страшного. Роза вспоминает, что в ту ночь никто в доме не спал. Она слышала тихие голоса из спальни, где Масалеев говорил с женой о том, что будет дальше, как они будут жить после его отставки, хватит ли им денег, не пострадает ли семья из-за того, что он потерял власть. Это были разговоры не политика, а обычного человека, который боится за своих близких, который понимает, что падение с вершины власти может быть не только карьерной катастрофой, но и угрозой для тех, кого он любит. Еще одна деталь, которую рассказывает Роза, проливает свет на то, насколько глубоко Масалеев осознавал опасность ситуации и насколько он пытался защитить семью от последствий своего падения. За несколько дней до отставки он собрал всю семью — жену, дочь, даже дальних родственников, которые жили в Фрунзе, и провел что-то вроде семейного совета. Он говорил спокойно, почти деловито, будто обсуждал не крушение своей карьеры, а какие-то текущие бытовые вопросы. Он сказал, что скоро уйдет в отставку, что это неизбежно и что семья должна быть готова к изменениям. Он объяснил, что после его ухода им, возможно, придется съехать из этого дома, потому что дом принадлежит государству и предназначен для действующего руководителя. Он попросил дочь не возвращаться в Киргизию после окончания университета, остаться в России или уехать дальше, потому что здесь, в республике, на нее могут оказывать давление, пытаться через нее добраться до него. Он сказал жене, что у них есть небольшие сбережения, которых хватит на несколько лет скромной жизни. Но нужно быть готовыми к тому, что многие из тех, кто сейчас называет себя друзьями, отвернутся, потому что дружба с бывшим руководителем в опале — это риск для карьеры. И мало кто готов на такой риск. Все это он говорил ровным голосом, без жалоб, без обвинений, просто констатировал факты.
как врач, который сообщает пациенту неизлечимый диагноз и объясняет, как нужно готовиться к неизбежному. Но в конце этого разговора произошло нечто, что Роза запомнила как самый пронзительный момент всей этой истории. Младший брат Масалеева, Жанабек, который всю жизнь работал простым учителем в горной школе и никогда не просил у брата никаких привилегий, вдруг встал и сказал: «Апсамат, я не понимаю. Ты всю жизнь служил этой республике. Ты не воровал, не обманывал, не унижал людей. Почему они так с тобой поступают? За что тебя наказывают?» Масалеев посмотрел на брата долгим взглядом, и в этом взгляде была такая печаль, такая глубокая усталость от жизни, что у Розы перехватило дыхание. Он ответил тихо, почти шепотом: «Жанабек, наказывают не за то, что я сделал плохого. Наказывают за то, что я не сделал того, что они от меня хотели. Они хотели, чтобы я был жестоким, когда нужна была жесткость. Они хотели, чтобы я закрыл глаза на их игры и интриги. Они хотели марионетку, которая говорит правильные слова, но не мешает им делать то, что им нужно. А я пытался быть честным руководителем. Моя семья будет платить за мои принципы». В комнате повисла тяжелая тишина, и Роза видела, как Гульнара отвернулась к окну, пытаясь скрыть слезы, как Айнура сжала кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев, как Жанабек опустил голову, не в силах смотреть на брата, которого всю жизнь считал образцом силы и мудрости, а теперь видел сломленным и беззащитным перед машиной власти, которая перемалывает даже самых достойных. Кто знал эту правду? Кто видел эту семейную трагедию, разворачивающуюся за закрытыми дверями? И кто несет ответственность за то, что честный человек был вынужден извиняться перед своей семьей за то, что пытался жить по совести? Когда пыль политических бурь оседает и проходят годы, становится возможным задать самый циничный, но самый важный вопрос в любом политическом расследовании. Кому было выгодно? Cui bono — древнеримский принцип, который гласит, что тот, кто получил выгоду от преступления, с наибольшей вероятностью является его организатором. Применяя этот принцип к событиям осени 1990 года в Киргизии, мы получаем поразительно ясную картину, в которой все нити сходятся к одному имени, одной фигуре, одному человеку, который поднялся на вершину власти по лестнице, выстроенной из крушения карьеры Апсамата Масалеева. Этим человеком был Аскар Акаев, 46-летний академик, физик по образованию, президент Академии наук Киргизской ССР. Человек, который до октября того года не рассматривался как серьезный политический игрок, но внезапно оказался в нужном месте в нужное время и получил все. После отставки Масалеева и избрания Акаева на пост президента республики произошли изменения, которые нельзя объяснить простым совпадением. Власть сконцентрировалась в руках узкой группы людей, связанных с новым президентом. Экономические активы, которые раньше контролировались государством, начали переходить к частным лицам из окружения Акаева. Международные организации и западные правительства, которые до этого воспринимали Киргизию как еще одну советскую республику, вдруг проявили интерес и начали вливать деньги в поддержку демократических реформ, которые на деле означали приватизацию государственной собственности по символическим ценам. Кому это было выгодно? Народу Киргизии, который получил нестабильность, экономический кризис и межэтнические конфликты? Или узкой группе новой элиты, которая за несколько лет превратилась из партийных функционеров и академиков в олигархов и миллионеров? Проследим экономический след, который ведет от здания Центрального комитета партии, где Масалеев объявил о своей отставке, к кабинетам новой власти, где Акаев и его окружение начали перекраивать экономику республики под новые интересы. В последние годы перестройки в Киргизии, как и во всем Советском Союзе, началась подготовка к переходу от плановой экономики к рыночной. И этот переход предполагал приватизацию государственных предприятий. При Масалееве этот процесс шел медленно, под строгим контролем, с попытками сохранить социальные гарантии для работников и не допустить резкого расслоения общества. Но с приходом Акаева темп резко ускорился. Уже в первые месяцы его президентства были приняты законы, которые упростили процедуру приватизации и открыли доступ к государственной собственности для узкого круга людей,
которые имели связи с новым руководством. Исследование, проведенное независимыми экономистами спустя годы, показало, что около 70% крупнейших предприятий республики были приватизированы в период с 1991 по 1993 год, и большинство из них попали в руки людей, прямо или косвенно связанных с президентским окружением. А теперь обратимся к международному аспекту, который обычно остается за кадром, когда говорят о политических изменениях в постсоветских республиках. Акаев активно продвигался западными медиа как демократический реформатор, как символ новой свободной Киргизии, как надежда на то, что бывшие советские республики могут стать демократическими государствами по западному образцу. Западные политики принимали его с почестями. Западные фонды вливали деньги в киргизские проекты. Западные консультанты приезжали в Фрунзе, чтобы помогать строить новую экономическую систему. Но за этим фасадом дружбы и поддержки скрывались вполне конкретные интересы. Доступ к природным ресурсам Киргизии, в первую очередь к золотым месторождениям, которые до этого разрабатывались государственными компаниями. Создание рынка для западных товаров и услуг в регионе, который до этого был закрыт железным занавесом. Ослабление влияния России в Центральной Азии через поддержку прозападных лидеров. Масалиев с его советским мышлением и осторожностью по отношению к западным партнерам был препятствием для этих планов. Акаев с его академическим прошлым и открытостью к западным идеям был идеальным инструментом. Совпадение? Или тщательно спланированная операция по смене власти, в которой внутренние интриги киргизских политиков были лишь видимой частью более глубокой игры? Следы этой игры ведут не только в кабинеты Кремля или залы Верховного Совета, но и в офисы международных организаций, штаб-квартиры западных разведслужб, в те места, где принимаются решения о судьбах целых стран. Решения, о которых обычные люди узнают только спустя годы, когда становится слишком поздно что-либо изменить. Документы, рассекреченные много лет спустя, показывают, что в конце 80-х годов западные спецслужбы активно искали потенциальных лидеров в советских республиках. Людей, которые могли бы стать проводниками западных интересов после распада СССР. Акаев попал в поле зрения этих служб еще до Ожских событий, когда посещал международные научные конференции и устанавливал контакты с западными коллегами. Была ли это простая научная деятельность? Или начало выстраивания тех связей, которые потом помогли ему стремительно подняться на вершину власти? И если это так, то что случилось с Мусалиевым? Просто политическая борьба или устранение неудобного препятствия на пути к установлению нового порядка, выгодного тем, кто стоял за Акаевым? Ответы на эти вопросы похоронены в архивах, к которым до сих пор нет доступа, в воспоминаниях людей, которые предпочитают молчать, в документах, которые были уничтожены или засекречены на десятилетия вперед. Но даже то, что известно, дает достаточно оснований для выводов. Масалиев был устранен не потому, что был плохим руководителем. Он был устранен потому, что был препятствием для тех, кто хотел изменить Киргизию в соответствии со своими интересами. Орские события были не причиной его падения, а инструментом. Его плохое здоровье в последние недели было не случайностью, а результатом. И его быстрое забвение после отставки было не естественным процессом, а сознательным решением тех, кто хотел, чтобы правда никогда не всплыла на поверхность. Кто эти люди? Почему их имена до сих пор не названы публично? И когда правда, наконец, станет достоянием общественности? В архивах Комитета государственной безопасности Киргизской ССР существовало досье с кодовым обозначением «Алатау-9». Только 5 человек в республике знали о его существовании. Это досье хранилось не в общем архиве, а в специальном сейфе в кабинете председателя КГБ. И доступ к нему имели исключительно те, кто получал личное разрешение от самого председателя. В нем была правда о здоровье Абсамата Масалиева, о его планах на случай обострения политической ситуации, о секретных переговорах с Москвой и, что самое важное, о том, кто именно стоял за дестабилизацией ситуации в Ожской области. Это досье могло изменить ход истории, могло спасти Масалиева от отставки, могло раскрыть имена настоящих организаторов той катастрофы,
которая стоила жизни 300 человек и разрушила судьбы тысяч. Но утром 29 октября 1990 года, через 2 дня после избрания Акаева президентом, это досье исчезло. Исчезло бесследно, будто его никогда не существовало. Сейф был открыт, папка извлечена, документы уничтожены способом, который не оставляет даже пепла. Растворены в специальных химических растворах, которые превращают бумагу в бесцветную жидкость. Кто дал приказ? Кто имел полномочия войти в кабинет председателя КГБ и уничтожить досье такого уровня секретности? И главное, что именно было в тех страницах, что их уничтожение стало первым действием новой власти, важнее всех экономических реформ и политических назначений? Существует свидетель этого уничтожения. Майор Канат Бикмуратов, сотрудник архивного отдела КГБ, в ту ночь дежурил в здании и видел, как в 3 часа ночи в кабинет председателя вошли 3 мужчин в штатском. Он не знал их имен, но запомнил лица. Спустя годы он узнает 2 из них на фотографиях в газетах. Это были люди из ближайшего окружения Акаева. Люди, которые потом займут ключевые посты в силовых структурах. Они пробыли в кабинете около часа. Когда выходили, один из них нёс пластиковый контейнер с жидкостью. Канат видел, как жидкость слегка переливалась, улавливая свет ночных ламп. Никаких бумаг, никаких папок. Только контейнер с жидкостью. На следующий день майор попытался проверить учетный журнал секретных дел. Напротив записи «Алатау-9» стояла пометка «Передано в архив Москвы». Но когда спустя годы независимые исследователи запросили это досье в московских архивах, им ответили, что такого дела никогда не существовало в их фондах. Куда оно делось на самом деле? В ту жидкость, которую видел майор Бикмуратов? Или где-то в частных хранилищах тех людей, для которых эти документы были страховкой, гарантией безопасности и инструментом шантажа? Но Алатау-9 было не единственным досье, которое исчезло в те дни. Архивисты Центрального комитета партии обнаружили, что из личного фонда Мосалеева пропали несколько папок с его рукописными заметками за последний год работы. Эти заметки он вел ежедневно. Короткие записи о встречах, разговорах, о своих мыслях и подозрениях. Он был человеком старой школы, для которого записная книжка была важнее компьютера, и он доверял бумаге то, что никогда не стал бы говорить вслух. Помощница по делопроизводству Майрам Токтагулова, которая отвечала за систематизацию документов первого секретаря, прекрасно помнила эти папки. Всего их было 4, толстые, в синих обложках, с надписью «Личное» на корешке. Она видела их последний раз 5 октября, за 5 дней до объявления об отставке. Когда она пришла на работу 12 октября, папок уже не было. Когда Майрам спросила у заместителя руководителя аппарата, куда делись документы, ей ответили, что сам Мосалеев распорядился их уничтожить, что там была личная информация, которую он не хотел оставлять для истории. Но Майрам не верила этому объяснению. Она знала Мосалеева много лет, знала его отношение к документам, к истории, к правде. Он был из тех людей, кто верил, что правда рано или поздно всплывет, и поэтому всегда оставлял следы, всегда фиксировал важные детали. Он бы никогда не уничтожил свои записи, особенно в такой момент, когда они могли стать доказательством его невиновности или, наоборот, обвинением тех, кто его предал. Майрам вспоминает один момент, который она до сих пор не может забыть, и который заставляет ее просыпаться по ночам с мыслью о том, что могла бы, должна была сделать больше. Это было в конце сентября, за 2 недели до отставки. Она принесла Мосалееву на подпись какие-то рутинные документы, и он в этот момент писал что-то в своей записной книжке. Когда она вошла, он быстро закрыл книжку, но Майрам успела увидеть несколько слов на странице. Она не помнит точно всю фразу, но помнит отдельные слова. Группа, план, медикаменты, Москва. Она тогда не придала этому значения, решив, что это какие-то рабочие заметки. Только спустя годы она поняла. Возможно, Мосалеев уже тогда знал или догадывался, что против него действует организованная группа, что его здоровье разрушается не случайно, что за всем этим стоят силы, которые действуют из Москвы. Если бы эти записи сохранились,
Мы могли бы знать имена заговорщиков, детали плана, доказательства того, что Масалиева методично уничтожали не только политически, но и физически. Но записи исчезли в те же дни, что и его власть. Есть еще одна группа документов, которая исчезла в те дни, и отсутствие которой до сих пор вызывает вопросы у историков-исследователей. Это медицинские карты Абсамата Масалеева из республиканской клиники, куда он обращался за медицинской помощью в последние месяцы перед отставкой. Официально эти карты должны храниться в архиве клиники минимум 25 лет после смерти пациента. Масалеев умер в 2004 году. Значит, карты должны были быть доступны как минимум до 2029 года. Но когда в 2015 году группа независимых журналистов попыталась получить доступ к этим документам для расследования обстоятельств передачи власти, им сообщили, что медицинские карты Масалеева были утеряны при переезде клиники в новое здание в 2002 году. Утеряны. Просто так. Карты одного из самых важных политических деятелей республики. Карты, которые могли бы раскрыть правду о его болезни, о лечении, о тех загадочных симптомах, которые так внезапно появились и также внезапно привели к его политической смерти. Совпадение? Или систематическое уничтожение всех следов, которые могли бы привести к неудобным вопросам и еще более неудобным ответам? Но иногда история оставляет зацепки там, где их меньше всего ожидают. В 2018 году, когда разбирали архив старого здания республиканской клиники перед его сносом, рабочие нашли в подвале несколько коробок с медицинскими документами, которые по какой-то причине не попали в официальный архив. Среди них была одна страница. Всего одна страница из медицинской карты Масалиева, датированная 15 сентября 1990 года. На этой странице был записан анализ крови, проведенный после одного из визитов Масалеева в клинику, с жалобами на слабость и тремор рук. И в этом анализе врач-лаборант сделал пометку красным карандашом. Обнаружены следы веществ, не характерных для обычного медикаментозного лечения. Рекомендуется дополнительное токсикологическое исследование. Эта пометка никогда не была реализована. Дополнительное исследование не проводилось. Рекомендацию проигнорировали. Через 3 недели Масалеев подал в отставку. Знали ли об этом анализе те, кто принимал решение о его уходе? Знали ли о том, что его здоровье разрушается не от переутомления и стресса, а от чего-то более конкретного, более криминального? За 57 лет своей жизни, до октября 1990 года, Абсамат Масалеев практически не болел серьезно. Его здоровье было предметом гордости и для него самого, и для тех, кто его знал. Потому что в его возрасте многие партийные функционеры уже страдали от целого букета хронических заболеваний, вызванных сидячим образом жизни, обильными застольями и постоянным стрессом закулисных интриг советской номенклатуры. Масалеев же продолжал вести относительно здоровый образ жизни. Он не курил, почти не пил алкоголь, предпочитал простую еду, старался находить время для прогулок на свежем воздухе, даже когда график был забит до предела совещаниями и официальными мероприятиями. Его личный врач, Эмиль Тимирович Касымов, который наблюдал его с 1983 года, в одном из редких интервью, которое он дал незадолго до своей смерти в 2012 году, вспоминал, что Масалеев был одним из самых здоровых пациентов среди высшего партийного руководства республики. Нормальное давление, здоровое сердце, никаких признаков диабета или других метаболических нарушений, которые были так распространены среди людей его возраста и социального статуса. Конечно, были мелкие проблемы. Периодические головные боли от переутомления, легкие боли в спине от долгого сидения за рабочим столом, иногда бессонница в периоды особого напряжения. Но все это были симптомы, которые легко объяснялись ритмом жизни человека, управляющего республикой с населением в 4,5 миллиона человек, и несущего на своих плечах груз ответственности за каждое принятое решение, за каждую подпись под документом, за каждое слово, произнесенное публично. Но в августе 1990 года, буквально за несколько недель, этот здоровый, энергичный мужчина начал превращаться в больного старика. И эта трансформация была настолько быстрой, настолько радикальной, что даже люди, видевшие его каждый день, не могли не заметить и не задаться вопросом, что происходит с нашим руководителем.
Первым тревожным звонком стала странная бледность кожи, которая появилась внезапно и не исчезала даже после отдыха или отпуска. Бледность неестественная, не такая, какая бывает у людей, которые мало бывают на солнце, а какая-то нездоровая, с сероватым оттенком, как у человека, чей организм борется с чем-то серьезным, с какой-то скрытой болезнью, которая разъедает его изнутри, медленно, но неуклонно, лишая сил и жизненной энергии. Его помощники замечали, что он стал чаще хвататься за край стола, когда вставал с кресла, будто нуждался в опоре, будто мир вокруг него начал качаться и терять стабильность. Его походка изменилась. Раньше он ходил быстро, уверенно, с выпрямленной спиной. Теперь же его шаги стали медленнее, осторожнее. Он начал слегка сутулиться, будто что-то тяжелое давило ему на плечи. Что-то невидимое, но ощутимое. Что-то, что высасывало из него жизнь день за днем, час за часом. Доктор Касымов вспоминает, что в конце августа его вызвали к Масалиеву экстренно, потому что у того случился приступ, который внешне напоминал сердечный. Боль в груди, затрудненное дыхание, холодный пот, учащенный пульс. Врач провел стандартное обследование — электрокардиограмма, измерение давления, аускультация сердца и легких. Результаты были парадоксальными. Сердце работало нормально, электрокардиограмма не показывала признаков инфаркта или серьезных нарушений ритма, давление было немного повышено, но это объяснялось стрессом и болевым синдромом. Однако пациент выглядел так, будто его организм находится в состоянии тяжелейшего кризиса, будто он переживает не обычный стресс, а что-то гораздо более серьезное, что-то, что затрагивало не только психику, но и базовые физиологические функции. Доктор Касымов предложил госпитализацию для более детального обследования, но Масалиев категорически отказался, сказав, что у него нет времени на больницы, что республика находится в кризисе, и он не может себе позволить роскошь болеть. Врач настаивал хотя бы на проведении расширенного анализа крови, но в этот момент в кабинет вошел тот самый новый личный врач, о котором мы уже говорили. Молодой специалист, появившийся в окружении Масалиева буквально за несколько недель до этого. И этот врач сказал, что он сам займется дальнейшим наблюдением, что доктор Касымов может быть свободен, его услуги больше не требуются. Эмиль Тимирович был шокирован такой формулировкой. Он проработал с Масалиевым 7 лет, знал все особенности его организма, историю его болезней, но ему просто указали на дверь к незваному гостю, как человеку, чье присутствие больше нежелательно. Он ушел, но перед уходом успел заглянуть в глаза Масалиева и увидел там что-то такое, что преследовало его потом много лет. Это был взгляд человека, который знает, что с ним происходит что-то неправильное, что-то опасное, но не может ничего сделать. Не может даже попросить о помощи, потому что не знает, кому можно доверять в ситуации, когда все вокруг могут быть частью заговора. Следующие недели принесли новые, еще более тревожные симптомы, которые наблюдали те немногие люди, которые все еще имели доступ к Масалиеву в его последние дни у власти. Его руки начали дрожать. Не постоянно, но периодически, особенно по утрам и после того, как он выпивал свой чай из того самого термоса, который теперь всегда стоял на его столе и который он никому не позволял трогать. Тремор был настолько сильным, что он не мог нормально держать ручку. Его подпись, всегда четкая и разборчивая, превратилась в неровные каракули, которые с трудом можно было идентифицировать как его автограф. Его помощники стали замечать провалы в памяти. Он мог забыть, о чем говорил 5 минут назад, мог переспрашивать одно и то же по несколько раз, мог путать имена людей, с которыми работал годами. Это были необычные возрастные изменения, которые происходят постепенно. Это была стремительная деградация когнитивных функций, какая бывает при серьезных неврологических заболеваниях или при воздействии токсичных веществ, которые разрушают нервную систему. Его речь стала менее четкой. Он начал запинаться, терять нить разговора, иногда прерывался на полуслове, будто забывал, что хотел сказать. Люди, которые слушали его выступления в те последние недели, отмечали, что это был уже не тот Масалиев, который всегда говорил уверенно, твердо, без бумажки, который мог часами выступать на совещаниях, убеждая, объясняя, находя нужные слова для каждой аудитории. Это был сломленный человек, который с трудом контролировал не только политическую ситуацию вокруг себя, но и собственное тело, которое предавало его так же,
как предали его соратники и союзники. Но самой зловещей деталью была потеря веса. За 3 месяца, с августа по октябрь 1990 года, Масалеев похудел примерно на 15 килограммов. Это не было результатом диеты или физических упражнений. Это было истощение организма, который терял массу, несмотря на то, что пациент продолжал есть, пусть и меньше обычного. Его одежда начала висеть на нем, будто он взял костюмы на 2 размера больше. Его лицо осунулось, щеки впали, скулы выступили резко. Глаза словно ушли глубже в глазницы, придавая ему вид человека, который медленно умирает от какой-то неизлечимой болезни. Когда он появлялся на официальных мероприятиях в те последние дни, люди шептались между собой, спрашивали друг друга, что с ним? Неужели он так тяжело болен? Но официальных заявлений о его здоровье не было, медицинские бюллетени не публиковались, вопросы журналистов игнорировались, а те немногие врачи, которые имели доступ к информации о состоянии первого секретаря, хранили молчание, будто дали клятву не раскрывать тайну, которая могла бы изменить все, если бы стала достоянием общественности. Тайну смертельной болезни, которую скрывали от народа. Или свидетельство медленного отравления, которое методично разрушало организм политического лидера, мешавшего планам тех, кто хотел изменить власть в республике. После отставки здоровье Масалеева не улучшилось, как можно было бы ожидать, если бы причиной его болезни действительно был только стресс и переутомление от управления республикой в кризисный период. Наоборот, первые месяцы после ухода с поста были периодом еще большего ухудшения. Он практически не выходил из дома, избегал встреч даже со старыми друзьями, проводил дни в кресле у окна, глядя на горы, которые так любил всю жизнь. Его жена Гульнара вспоминала позже, что он почти не разговаривал, будто потерял интерес к жизни, будто все, ради чего он жил — служение народу, политическая деятельность, вера в возможность построения справедливого общества — все это рухнуло в один момент, и осталась только пустота, черная дыра, которая засасывала в себя последние остатки его жизненной энергии. Только через год, к концу 1991 года, его состояние начало стабилизироваться. Тремор рук постепенно уменьшился. Память начала возвращаться, вес немного восстановился. Но он уже никогда не стал тем человеком, каким был до августа 1990 года. Что-то сломалось в нем безвозвратно. Не только физически, но и психологически, духовно. Он прожил еще 14 лет, но это была жизнь тени. Жизнь человека, который знал слишком много, но боялся говорить, потому что понимал, правда может стоить жизни не только ему, но и его семье. Знали ли те, кто организовал его падение, что делают с живым человеком? Понимали ли они цену, которую он платил не только карьерой, но и здоровьем, достоинством, верой в справедливость? Когда все карты раскрыты, когда все свидетели опрошены, когда все документы изучены, те немногие, что сохранились и не были уничтожены в те октябрьские дни 1990 года, остается задать самый простой и самый неудобный вопрос. Вопрос, который римские юристы формулировали 2 латинскими словами. «Cui bono» — «Кому выгодно?». После падения Масалеева и прихода Акаева к власти в Киргизии произошла трансформация, которую нельзя назвать иначе, как перераспределение всех ключевых активов республики в пользу очень узкого круга людей, связанных с новым президентом кровными узами, дружескими связями или деловыми интересами. В течение первых 5 лет правления Акаева семья президента и его ближайшее окружение установили контроль над золотодобывающей промышленностью, энергетическим сектором, телекоммуникациями, банковской системой и значительной частью сельскохозяйственных земель. По оценкам независимых экономистов, объем активов, перешедших из государственной собственности в частные руки этой группы, составил несколько миллиардов долларов. Астрономическая сумма для небольшой Центральноазиатской республики с населением менее 5 миллионов человек. Масалеев никогда бы не позволил такой приватизации. Он был человеком советской школы, для которого государственная собственность была священной, а обогащение за счет народа — преступлением против самой идеи справедливого общества. Он должен был уйти. Не просто уйти в отставку по собственному желанию, а быть устранен таким образом, чтобы его уход выглядел неизбежным следствием его собственных ошибок.
чтобы никто не мог обвинить новую власть в заговоре, в насильственном смещении легитимного руководителя. И вот здесь возникает фигура Апаса Джумагулова, председателя Верховного Совета Киргизской ССР с 1990 года, человека с огромным влиянием в парламенте, человека, который формально должен был быть союзником Масалеева, но который в критический момент сделал то, чего от него никто не ожидал. Вспомните последнего человека, которому вы доверяете полностью. Человека, с которым прошли через огонь и воду, который клялся в верности в самые трудные времена. А теперь представьте, что этот человек предает вас в самый черный день вашей жизни, когда вы стоите на краю пропасти и нуждаетесь в поддержке больше, чем когда-либо. Именно так случилось с Абсаматом Масалиевым. Джумагулов был не просто коллегой по партийной работе. Они знали друг друга 20 лет. Вместе поднимались по ступеням власти, вместе сидели на бесконечных совещаниях, вместе пили чай после долгих рабочих дней и говорили о будущем республики, о том, как сделать жизнь людей лучше. Масалиев доверял ему. Может быть, это было его главной ошибкой. Но как иначе можно работать на высших постах власти, если не доверять тем, кто рядом? 8 октября 1990 года, за 2 дня до объявления об отставке, произошла встреча, о которой до сих пор мало кто знает за пределами узкого круга людей, присутствовавших при этом разговоре. Масалиев вызвал Джумагулова в свой кабинет поздним вечером. Неофициальная встреча, записанная в протоколе, а личный разговор между двумя людьми, которые, как казалось, понимали друг друга без слов. Масалиев был измотан, его лицо осунулось, руки дрожали, когда он наливал чай в стаканы. Он начал разговор издалека, говорил о том, как тяжело стало управлять республикой, как давление из Москвы становится невыносимым, как его обвиняют в событиях, которые он пытался предотвратить всеми силами. А потом он произнес фразу, которая должна была стать просьбой о помощи, последней надеждой на то, что хоть кто-то останется рядом. «Апас, я знаю, что ситуация тяжелая, но если ты поддержишь меня на ближайшем заседании Верховного Совета, если скажешь, что ожские события были не результатом моей слабости, а результатом объективных обстоятельств, которые никто не мог предсказать, может быть, мы сможем удержать ситуацию под контролем. Я не прошу многого, просто скажи правду». Джумагулов слушал молча, смотрел в стакан с чаем, избегая взгляда Масалиева. Молчание затянулось. А потом он поднял глаза и сказал то, что стало ножом в спину для человека, который считал его другом. «Абсамат Максутович, я очень ценю нашу многолетнюю дружбу. Но я также отвечаю перед депутатами, перед народом. Настроения в Верховном Совете изменились. Люди требуют перемен. Если я буду защищать тебя сейчас, когда все против, это будет означать политическое самоубийство не только для меня, но и для всех, кто со мной связан. Я должен думать о будущем, о своем будущем, о будущем республики. Прости, но я не могу тебе помочь». Масалиев побледнел еще больше, если это вообще было возможно. Его губы дрогнули, будто он хотел что-то сказать, но слова не шли. Джумагулов встал, направился к двери, но на пороге обернулся и добавил фразу, которая прозвучала как эпитафия. «Ты хороший человек, Абсамат. Но в политике хорошие люди долго не живут». Дверь закрылась. Масалиев остался один в пустом кабинете, и помощник, проходивший мимо через 10 минут, слышал сквозь дверь тихие всхлипывания. Плакал мужчина, который понял, что его предали не враги, а самые близкие. Но Джумагулов был не единственным. Следующим ударом стало предательство Турдакуна Усубалиева, бывшего руководителя республики, человека огромного авторитета, чье слово значило больше, чем решение целых комитетов. Усубалиев был для Масалиева не просто старшим коллегой, он был учителем, наставником, человеком, который когда-то помог ему сделать первые шаги в большой политике. Масалиев звонил ему несколько раз в те последние дни, просил совета, просил хотя бы моральной поддержки. Усубалиев каждый раз отвечал уклончиво, говорил, что нужно подумать, что ситуация сложная, что он посоветуется с другими ветеранами партии. А потом, 9 октября, когда решался вопрос о доверии Масалиеву на закрытом заседании партийного актива,
Усубалиев выступил с речью, которая поставила точку. Он не обвинял Масалеева прямо, не говорил, что тот плохой руководитель. Нет, его речь была гораздо более опасной. Он говорил о необходимости обновления, о смене поколений, о том, что республика нуждается в свежих силах, способных ответить на вызовы нового времени. За красивыми словами скрывался простой смысл. Масалеев должен уйти. И когда такие слова произносит человек калибра Усубалиева, это уже не совет, это приговор. Список предателей рос с каждым днем, с каждым часом. Медиткан Шеремкулов, который был соперником Акаева на президентских выборах, но которого Масалеев когда-то поддержал в его карьере, теперь открыто говорил о кризисе руководства. Заместители Масалеева, те самые люди, которые еще месяц назад заверяли его в лояльности, теперь распространяли слухи о его болезни, о его неспособности принимать решения, о том, что республике нужен здоровый и энергичный лидер. Даже в его собственном аппарате, среди секретарей и помощников, появились те, кто начал саботировать его распоряжения, забывать передать важные документы, не успевать организовать встречи с ключевыми людьми. Масалеев чувствовал себя генералом, армия которого дезертировала прямо во время сражения, командиром корабля, чья команда начала грузиться в спасательные шлюпки еще до того, как судно пошло ко дну. Самое страшное в предательстве — не сам факт, что тебя бросили, а осознание того, что все эти люди знали, что делают. Знали, что ты обречён, и сознательно выбирали сторону тех, кто сильнее, кто обещает им безопасность и карьеру в новой системе власти. Была ли у Масалеева хоть какая-то возможность остановить этот обвал? Мог ли он доверять кому-то в тот момент, когда все вокруг превратились либо в предателей, либо в равнодушных свидетелей его гибели? Ответ на этот вопрос даёт последний разговор, который произошёл между Масалеевым и его личным охранником Бакытом Алиевым, человеком, который охранял его 7 лет и который, в отличие от всех остальных, не предал до конца. Вечером 9 октября, когда Масалеев выходил из здания Центрального комитета в последний раз, как первый секретарь, Бакыт подошёл к нему и тихо сказал: «Абсамат Максутович, я слышал разговоры. Завтра они объявят о вашей отставке. Некоторые говорят, что могут быть проблемы не только с карьерой, но и с безопасностью. Если хотите, я организую охрану для вас и вашей семьи после того, как вы уйдете». Масалеев посмотрел на него долгим взглядом, в котором была благодарность, усталость и бесконечная печаль, и ответил: «Спасибо, Бакыт. Но охрана от предательства не спасет. Они победили не силой, а моей верой в то, что люди способны быть честными. Позаботься лучше о себе. Новая власть не любит тех, кто был верен старой». Но если присмотреться внимательнее к тому, как разворачивались события с августа по октябрь 1990 года, становится ясно. Это не было хаотичным процессом, стихийным крушением власти под давлением обстоятельств. Это была операция. Тщательно спланированная, методично реализованная операция по устранению политического лидера, который мешал определенным людям захватить контроль над ключевыми ресурсами республики. Представьте, вы один из 7 человек, знавших все о Масалееве. Каждый его медицинский секрет, каждый страх, каждую слабость, каждый разговор, который он вел за закрытыми дверями. Вы знали о его принципах, о том, что он никогда не применит силу против народа. Вы знали о Ожских событиях заранее. Знали, что они станут идеальным предлогом для его обвинения в слабости. Вы знали, когда усилить давление, кого привлечь для распространения слухов о его болезни, как организовать медицинское воздействие так, чтобы это выглядело как естественное ухудшение здоровья от стресса. Существовала группа людей, которые встречались регулярно, но нигде не афишировали эти встречи. Нет протоколов, нет официальных решений. Только договоренности, обмен информацией, координация действий. Их было немного, по разным оценкам от 5 до 10 человек. Но каждый из них занимал такую позицию, что контролировал критически важный ресурс. Один отвечал за информационную политику и мог влиять на то, что пишут газеты и показывают по телевидению. Другой контролировал силовые структуры и мог обеспечить, чтобы охрана Масалеева не мешала тем, кто должен был получить доступ к нему. Третий имел связи в Москве и мог передавать туда нужную информацию,
формируя мнение кремлевских чиновников о ситуации в Киргизии. Четвертый контролировал медицинскую систему и мог обеспечить, чтобы определенные врачи получили доступ к Масалееву, а другие были отстранены. Пятый отвечал за экономические вопросы и уже готовил списки предприятий, которые будут приватизированы сразу после смены власти. Эти люди не действовали из личной ненависти к Масалееву, они действовали из холодного расчёта, понимая, что грядущий распад Советского Союза откроет беспрецедентные возможности для обогащения. Но только для тех, кто будет у власти в критический момент. Один из членов этой группы, назовем его «Источник А», потому что он до сих пор боится называть свое имя публично, спустя 30 лет после событий согласился дать интервью журналисту, который расследовал обстоятельства передачи власти. То, что он рассказал, укладывается в картину, которая объясняет всё: и ошские события, и болезнь Масалеева, и внезапное появление Акаева как кандидата на президентский пост. По словам источника А, первая встреча группы произошла еще в начале 1990 года, задолго до ошских событий, когда стало ясно, что Советский Союз доживает последние месяцы, и республики получат независимость. На этой встрече обсуждался вопрос, кто должен возглавить независимую Киргизию. Масалеев был очевидным кандидатом с точки зрения легитимности и народной поддержки, но он был неприемлем с точки зрения тех, кто хотел провести быструю приватизацию и установить контроль над экономикой. Нужен был другой лидер. Компромиссная фигура. Человек без собственной политической базы, без глубоких связей в республиканской элите, зависимый от тех, кто его привел к власти. Источник А утверждает, что именно на той встрече впервые прозвучало имя Аскара Акаева. Академик, физик, президент Академии наук, человек с безупречной репутацией, популярный среди интеллигенции, но абсолютно неопытный в политике и поэтому управляемый. Идеальная марионетка для тех, кто хотел остаться в тени, но контролировать реальные рычаги власти и богатства. Решение было принято. Оставалось только создать условия для ухода Масалеева. И здесь в игру вступили ошские события. По версии источника А, группа не организовывала сами межэтнические столкновения. Они возникли из реальных противоречий, которые накапливались годами. Но группа сделала всё, чтобы эти столкновения разрослись до масштабов катастрофы. Через своих людей в милиции обеспечили медленную реакцию правоохранительных органов. Через связи в СМИ обеспечили широкое освещение событий с акцентом на неспособность Масалеева справиться с ситуацией. Через каналы в Москве обеспечили, чтобы Кремль не оказал Масалееву поддержку, а наоборот, начал требовать его отставки. Масалеев пытался остановить кровопролитие, но каждое его решение саботировалось на местах. Он просил войска, их присылали с опозданием. Он требовал арестов зачинщиков. Аресты проводились формально, а главные организаторы уходили от ответственности. Но самая зловещая часть плана касалась здоровья Масалеева. Источник. А не стал вдаваться в детали, но намекнул достаточно ясно. Существовала договоренность с определенными людьми в медицинской системе о том, чтобы обеспечить ухудшение самочувствия Масалеева в критический период. Не убить — это было бы слишком очевидно и опасно, но ослабить настолько, чтобы он не мог сопротивляться, чтобы выглядел больным и немощным, чтобы его отставка казалась неизбежной не только по политическим, но и по медицинским причинам. Когда журналист спросил прямо, означает ли это отравление, источник А замолчал на долгое время, а потом сказал только одну фразу. «Есть вещи, о которых лучше не говорить вслух, если хочешь дожить до старости». После этого он отказался от дальнейших комментариев и попросил уничтожить записи разговора. Интервью было опубликовано только в виде текста, без аудиозаписи с измененными деталями, чтобы нельзя было идентифицировать источник. Но даже того, что он сказал, достаточно, чтобы понять. За падением Масалеева стояла не политическая случайность, а заговор. Финансовый след ведет к тем же людям. Анализ экономических процессов первых лет независимости Киргизии показывает, что основные выгодоприобретатели приватизации были именно те, кто имел доступ к информации о планах
еще до смены власти. Они знали, какие предприятия будут выставлены на продажу, по каким ценам, какие условия будут созданы для покупателей. Они успели подготовить финансовые схемы, зарегистрировать компании, договориться о кредитах. К моменту, когда приватизация началась официально, они уже стояли первыми в очереди. Золотые рудники Кумтора, крупнейшее месторождение в стране, попали под контроль международной компании, в которой ключевые доли принадлежали людям, связанным с президентским окружением. Энергетические компании были раздроблены и проданы по символическим ценным структурам, которые через цепочку подставных фирм выводили на тех же людей. Сельскохозяйственные земли, которые веками принадлежали общинам, были приватизированы таким образом, что крестьяне остались ни с чем, а крупные участки оказались в руках новой элиты. За 10 лет после прихода Акаева к власти в Киргизии сформировался класс олигархов, чье состояние измерялось сотнями миллионов долларов, в то время как большинство населения нищало. Масалиев никогда бы этого не допустил. Поэтому его устранили не как личность, а как препятствие на пути к богатству, которое открывалось перед теми, кто был готов пренебречь любыми моральными ограничениями. Они создали такую ситуацию, из которой у него не было выхода. Кто эти люди? Почему их имена до сих пор не названы публично? Потому что они до сих пор у власти или защищены теми, кто у власти. Потому что правда о заговоре против Масалеева автоматически ставит под сомнение легитимность всей последующей политической системы Киргизии. Потому что признать заговор означает признать, что вся история независимости республики началась с преступления, с предательства, с крови, пролитой не только в Оше, но и в душе человека, который верил в честность и заплатил за эту веру самой высокой ценой. 10 октября 1990 года началось как обычное утро. Абсамат Масалиев проснулся в 6 часов 30 минут. На полчаса позже обычного, потому что накануне вечером долго не мог заснуть. Лежал с открытыми глазами, смотрел в потолок и думал о том, что ждет его сегодня. Он понимал, это последний день. Последний день, когда его еще называют первым секретарем, когда у него еще есть кабинет в здании Центрального комитета, когда охрана еще открывает перед ним двери и называет по имени-отчеству с уважением. Завтра все это закончится. Он встал медленно, с трудом. Руки дрожали сильнее обычного. Ноги не слушались, будто налились свинцом за ночь. В зеркале ванной комнаты он увидел лицо старика, хотя еще полгода назад выглядел на свои 57 лет бодро и энергично. Серая кожа, глубокие морщины, темные круги под глазами. Он попытался побриться, но руки тряслись так, что пришлось остановиться, чтобы не порезаться. Завтрак он почти не тронул. Жена Гульнара приготовила его любимую кашу, налила зеленый чай, положила свежие лепешки, но он только пил чай маленькими глотками, смотрел в окно на горы Алатоо, которые были такими же величественными и безразличными к человеческим драмам. Гульнара сидела напротив, не говорила ничего, но в ее глазах стояли слезы. Она знала, что сегодня произойдет. Знала, что ее муж идет на собственную казнь. Только эта казнь будет не физической, а политической, что в каком-то смысле даже страшнее, потому что после нее приходится жить, нести на себе клеймо неудачника, предателя народа, человека, который не справился с историческим вызовом. В 8 часов подъехала служебная машина. Водитель Талант вышел, открыл дверь, но когда Масалиев спускался по ступенькам крыльца, то споткнулся, и Талант едва успел подхватить его под руку. «Осторожно, Абсамат Максутович», — сказал водитель, и в его голосе была боль за человека, которого он знал сильным, а теперь видел сломленным. Они ехали молча. Масалиев смотрел в окно на утренний Фрунзе, на людей, спешащих на работу, на детей, идущих в школу, на город, который жил обычной жизнью, не зная, что сегодня заканчивается эпоха. Здание Центрального комитета встретило его тишиной. Обычно в коридорах кипела жизнь. Сотрудники спешили с документами, секретари печатали на машинках, из кабинетов доносились голоса людей, решающих судьбы республики. Но сегодня коридоры были почти пусты,
и те немногие, кто попадался навстречу, отводили глаза, торопливо здоровались и быстро проходили мимо, будто боялись заразиться проказой неудачи. Масалеев поднялся в свой кабинет на 3-м этаже. Кабинет, в котором он провел 5 лет. Кабинет, где принимал решения, встречался с людьми, работал над документами до поздней ночи, веря, что все это имеет смысл, что он служит народу. Теперь этот кабинет казался чужим, холодным, будто уже не принадлежал ему. Он сел за стол, посмотрел на стопку бумаг, которые ждали его подписи. Зачем подписывать? Завтра здесь будет сидеть другой человек, и все эти решения потеряют силу. Он открыл нижний ящик стола, достал оттуда свою старую записную книжку, в которой вел личные заметки. Полистал страницы, вчитался в строки, написанные его рукой в разные годы. Надежды, планы, мечты о справедливом обществе. Как наивно это выглядело теперь. Он закрыл книжку, положил обратно в ящик. Пусть останется здесь. Пусть кто-то когда-нибудь найдет и поймет, что здесь сидел человек, который верил в то, что делал. В 11 часов утра в кабинет вошла секретарь и тихо сообщила. «Абсамат Максутович, вас ждут в зале заседаний. Собрание начинается в 11:30. Он кивнул, встал, поправил галстук, надел пиджак. Посмотрел в маленькое зеркало на стене, старался придать лицу спокойное выражение, но не получалось. В глазах была обречённость человека, который знает, что идёт на эшафот. Он спустился на 2-й этаж, прошёл длинным коридором к залу заседаний. Охранник открыл тяжёлую дубовую дверь. Зал был полон. Человек 80. Все члены Центрального комитета. Все те, кто ещё вчера клялись ему в преданности. Теперь они сидели с каменными лицами, избегая смотреть ему в глаза. Масалеев прошёл к трибуне, и в зале повисла гнетущая тишина. Он положил перед собой листок с текстом заявления. Несколько строк, которые он написал вчера вечером дрожащей рукой. Начал читать медленно, делая паузы, будто каждое слово давалось с огромным трудом. «Товарищи, я принял решение подать в отставку с поста первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Киргизской ССР. Причины вам известны. Республика переживает тяжелый период. Ожские события показали, что требуются новые подходы, новые люди, способные справиться с вызовами времени. Я отдал этой республике всю свою жизнь. Я любил эту землю больше, чем свою карьеру, больше, чем свое благополучие. Но если моя отставка поможет восстановить мир и стабильность, я готов уйти». Голос его сорвался на последних словах. Он замолчал, не в силах продолжать. И тут произошло то, чего он не ожидал. Из глаз потекли слезы. Он не мог их сдержать, не мог остановить. Стоял на трибуне и плакал перед всем залом, не стесняясь, не пытаясь скрыть свою боль. Плакал о растраченных годах, о разбитых надеждах, о предательстве тех, кому доверял. Плакал о том, что честность оказалась не добродетелью, а слабостью в мире, где побеждают циники и манипуляторы. В зале стояла мертвая тишина. Кто-то откашлялся, пытаясь скрыть собственное смущение. Кто-то смотрел в пол, а кто-то, может быть, тоже чувствовал комок в горле, понимая, что присутствует при крушении человека, который был лучше многих из сидящих в этом зале. Через минуту, которая показалась вечностью, кто-то начал аплодировать. Медленно, неуверенно. Аплодисменты подхватили другие, но это не было овацией. Это было нечто похожее на прощание, на панихиду, на признание того, что эпоха закончилась, и то, что придёт на смену, может оказаться гораздо хуже. Масалеев сошёл с трибуны, вышел из зала. Поднялся в свой кабинет последний раз. Собрал несколько личных вещей. Фотографию жены и дочери со стола, старую ручку, которой подписывал важные документы, книгу стихов Токтагула Сатылганова, которую любил перечитывать в редкие минуты отдыха. Больше ничего не взял. Остальное пусть остаётся здесь. Пусть новый хозяин кабинета разбирается с этим наследством. Он спустился вниз, прошёл через вестибюль. Охранники встали, отдавая честь в последний раз. Он кивнул им, вышел на улицу.
Талант уже ждал у машины. Они сели, поехали. По дороге домой Масалеев ни разу не оглянулся на здание Центрального комитета, которое осталось позади. Его земной путь как политика завершился. Началась другая жизнь. Жизнь человека, которого попытались стереть из истории, но который сохранил в себе правду о том, что произошло на самом деле. Правду, которую он унесет с собой в могилу 14 лет спустя, так и не решившись рассказать все до конца, потому что боялся за свою семью. Боялся, что те, кто уничтожил его политически, могут уничтожить его физически, если он заговорит слишком громко. Мог ли он поступить иначе? Была ли у него возможность сопротивляться до конца? Или в тот момент, когда весь мир вокруг превратился во врагов и предателей, единственным выбором оставалось достойно принять поражение и попытаться сохранить хотя бы жизнь и безопасность близких? Через 17 дней после отставки Масалеева, 27 октября 1990 года, новым президентом Киргизской ССР был избран Аскар Акаев. Ему было 46 лет. На 11 лет моложе Масалеева. Академик, физик, президент Академии наук. Человек с безупречной репутацией среди интеллигенции, но практически без политического опыта. Тот самый компромиссный кандидат, о котором мечтали те, кто убрал Масалеева с дороги. Человек, который должен был стать символом демократического обновления, но который на деле оказался марионеткой в руках тех, кто контролировал реальную власть и распределял богатство распадающейся империи. Масалеев смотрел трансляцию инаугурации по телевизору в своей скромной квартире, куда он переехал после того, как его лишили государственной дачи и служебного автомобиля. Смотрел на то, как Акаев произносит клятву, как его поздравляют те самые люди, которые еще месяц назад клялись Масалееву в верности. Смотрел и ничего не чувствовал. Даже не злость, не обиду. Просто пустоту. Огромную, выжженную пустоту в груди, которая осталась на месте веры в справедливость и человеческую честность. Масалеев прожил после своей отставки еще 14 лет. 14 долгих лет в тени, почти невидимые для публики, забытой историей. Он почти никогда не давал интервью, отказывался писать мемуары, несмотря на многочисленные предложения издателей. Когда его спрашивали «почему?», он отвечал уклончиво. Еще не время. Есть вещи, которые лучше не говорить вслух. Я обещал молчать». Кому он обещал? Кто заставил его хранить молчание до самой смерти? Этого никто не знает. Он умер в 2004 году, тихо, без шума. И даже некрологи в газетах были короткими, сдержанными, будто говорили не о человеке, который когда-то управлял республикой, а о рядовом пенсионере, чья жизнь не представляет интереса для истории. Но была ли это действительно концовка его истории? Или начало чего-то большего? Начало вопроса, который не дает покоя до сих пор. Кто отравил Абсамата Масалиева? Был ли это заговор с участием медиков, политиков, спецслужб? Или это всего лишь легенда, которую создал народ, не желающий верить в то, что честный человек может проиграть, просто потому что в политике честность не ценится? Ответ знают только те, кто был в той комнате, когда неизвестный визитёр принес в портфеле документы и исчез в ночи. Те, кто держал в руках то досье с грифом «Алатау-9», прежде чем растворить его в химических реактивах. Те, кто знал, что в термосе Масалеева было не просто чай. Те, кто до сих пор жив, до сих пор на свободе, до сих пор наслаждается богатством, полученным через предательство человека, который верил в справедливость. Правда где-то рядом, в тени истории, в тех архивах, которые ждут своего часа, в тех свидетелях, которые боятся говорить, но когда-нибудь заговорят. И тогда имя Абсамата Масалеева вернется из забвения не как символ слабости, а как напоминание о цене, которую платят честные люди в мире, где правят те, для кого власть важнее совести, а деньги дороже человеческих жизней.